Рустам Миниханов оценивает первый в мире гражданский вертолет Ми-38. Если раньше эти машины были доступны только военным, то теперь они в открытой продаже. Наша мечта, чтобы Казанский завод делал не менее 100 машин в год. И это реально. У нас заказано где-то на 70 чем-то машин в этом году. В этом году. И новый вертолет должен поднять эту планку. В пассажирской версии он может поднимать на борт до 5 тонн. Вместимость до 30 человек. Крейсерская скорость 250 км в час. На одной заправке можно спокойно долететь до Москвы. У него нет конкурентов. Потому что у него класс весовой находится в той диапазоне, нише, да, у которых у западников нет. Это единственная машина, которая по этому классу, это Агуста 101. Но она только военная машина. В кресле пилота ощущение, словно ты в какой-то компьютерной игре. Повсюду экраны, различные показатели, кнопки. В общем, я ничего в этом не понимаю, но выглядит это все очень даже впечатляюще. И пилоты, кстати, могут отдыхать за штурвалом. В горизонтальном полете экипаж может отдохнуть, потому что вертолет может выполнять полностью горизонтальный полет, может изменять высоту, направление, курс по заранее запрограммированному маршруту. А в салоне версии бизнес-класса 8 мест, кожаные сиденья, отделка из дерева и мониторы. В общем, хай-класс. В год КВЗ готов поставлять до 12 таких вертолетов. Заказ от Министерства обороны, который мы 2 машины в прошлом году поставили. Первая машина VIP. У нас сегодня в производстве находится 6 вертолетов данного типа. Соответственно, плюс есть первые заказы от иностранных заказчиков. И что важно, двигатели на вертолете отечественного производства. В планах за 10 лет поставить больше 100 Ми-38. Салават Мухаммадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.